Здравствуйте, любители и почитатели кино! В эфире программа «Кинозавод». Хотелось бы сегодняшнюю передачу начать со слов, что не каждый может попасть в Голливуд. Но наш якутский режиссер Михаил Лукачевский со своим фильмом «Тая Мангтапталы» победил в номинации «Лучшее музыкальное оформление» на первом международном фестивале азиатского кино, который проходил в городе Лос-Анджелес. А Лос-Анджелес – это и есть Голливуд. Я думаю, это начало выхода якутского кино на международный уровень. Сегодня у меня в студии в гостях представители кино Сардана Савина, куратор Якутского международного кинофестиваля, организатор сообщества любителей кино «Киноклуб». Гаврил Старостин, кинооператор. Татьяна Егорова, инициатор акции по изготовлению и передаче якутского «Оскара» для Лео Ди Каприо. Егор Давыдов, кинопрокатчик кинотеатра «Синема Центр». Михаил Петров, кинопрокатчик кинотеатра «Центральный». Яна Байгажаева, продюсер фильма «Мумуттар». Алексей Амбросьев, режиссер фильма «Мумуттар». Илья Портнягин, артист, исполнивший главную роль в фильме «Мумуттар». Мы с вами сегодня поговорим о якутском кино, о прокате и что нужно сделать, чтобы наше кино все-таки вышло на международный уровень. Фестивали – это вершина роста, качества, признания и, между нами говоря, скрытых собственных оценок, о которых уж не знает никто. Ну, начнем с того, что все-таки фильм, который нашумел в последнее время, это «Выживший», он чем-то, наверное, схож и с нашим фильмом, с фильмом «Мумуттар». Только аналогии есть в том, что это выживание в такой вот экстремальных в природе, там он один, и наши ребята тоже выживали по форме, и там просто у них медведь есть, и у нас тоже медведь, и как-то только вот этим можно провести аналогии, и все. Наш якутский фильм тоже на уровне, то есть его смотрели с интересом на одном дыхании до конца. Ну, конечно, есть как бы пару моментов, где можно было бы лучше сделать. Это говорят как бы профессиональные писатели, да? Вот, и очень приятно это слышать. В нашем фильме как бы противостояние как бы, один на один с природой, и все-таки они были во власти всей природы, да, а там как бы немножко другой контекст. Илья, идея фильма снять вот про заблудившихся Мумуттар была ваша же, да, твоя и твоего друга? Данила Осипова. Ага. Данила Осипова, артиста. Твоя игра в этом фильме, вот «Мумуттар» и в фильме «Выживший» у Лео Ди Каприо, чем они отличаются? Либо они все-таки схожи? Наверное, не похоже. По операторской работе хотелось бы спросить, потому что там они говорят, везде же пишут, что они минимум использовали там световых оборудований, еще чего-то там, каких-то специальных спецэффектов и много чего. Ну вот по твоим глазам. Говорят, что вообще не использовали осветительные приборы. Лично мне показалось, что это не так, но это не в этом дело. Ну, конечно, снимать при натуральном свете это очень сложно, усложняет вообще полностью и удлиняет очень сильно работу, потому что нужно, допустим, у них световой день очень был короткий, тем более такие северные условия. Во-вторых, даже такие бытовые проблемы, как одеваться тепло и в такой одежде, и вообще в обмундировании использовать технику тяжелую, там, с кранами и так далее, с рельсами, тоже очень сложно. Поэтому это тоже как бы в плане вот как техническом усложняет очень работу. Конечно, не сравнить уровень технического оснащения Голливуда и Якутии. Но талантливыми киношниками рождаются, и ни страна, ни национальность в этом не имеет никакого значения.
Время и расстояние для поклонения творчеству кинематографистов не имеет границ. Люди с обожанием ради любимого актера или режиссера ходят на все его фильмы, вне зависимости от жанра или успешности картины. Так наша землячка, сценарист фильмов Сергея Потапова «Тын дыши» и Телбарен Тухары «Покуда дует ветер», поклонница таланта голливудского артиста Лео Ди Каприо собрала инициативную группу для изготовления своего якутского Оскара для любимого актера. Ну, насчет актера Лео Ди Каприо, конечно, Да. мы все, наверное, с юностью любим, смотрим его фильмы, да, в которых он участвует. Ну, и хотелось бы представить еще нашу гостью, Татьяну Егорову, представительницу инициативной группы, которая собирается все-таки Лео Ди Каприо отправить свой якутский Оскар. Ну, и хотелось бы спросить, как вы это хотите сделать и почему вы решили все-таки создать такую инициативную группу? Ну, во-первых, здравствуйте всем, да. Во-первых, хочу сказать, что эта идея возникла на самом деле у меня, достаточно давно уже, да. Возможно, даже уже лет 10 назад. И, она жила во мне, да, и вот очень долгое время, и вот почему-то я именно в этом году, именно вот после Нового года решила, что вообще-то когда-то нужно реализовывать свои мечты, да, и как бы в качестве просто предложения кидала в WhatsApp-группу, рассказывала своим друзьям. И на удивление, как ни странно, да, оказалось очень много людей, которые поддержали мою идею, да. Но мне кажется, чтобы это поможет нам, сформировать какое-то единство, да, и если это у нас все-таки получится, а в том, что это получится уже уверенность практически на 80%, потому что Сардана Савина, тоже киноклуб является инициатором, да, этой акции, да, создала в Фейсбуке группу, и мы там уже начинаем достаточно интенсивно работать. Инициативная группа, когда объявила о сборе серебра для изготовления якутского Оскара, на удивление оказалось, что у Лео Ди Каприо в Якутии очень много поклонников и поклонниц. Дамы прямо себя снимали свои украшения и сдавали без сожаления, а с огромной гордостью для своего любимого актера. Известный якутский скульптор Николай Чачасов любезно поддержал и подготовил эскиз, вылепил форму статуэтки. А уже по его наработке ювелиры-художники Прокопий Протопопов и Александр Маньчжурьев изготавливают в серебре, доводят до совершенства. Якутские кинематографисты не остались в стороне и, в свою очередь, готовят презентационный фильм о Якутии для Лео. Об этой акции говорят на центральных каналах, а также уже заговорили и на зарубежном телевидении, а интернет-сайты многих стран только и пестрят этой новостью. Такого рода акция благотворно повлияет на имидж нашей республики. Знаете, я подумала, что такую же аналогичную премию, акцию можно придумать и вручить местным кинопроизводителям, то есть поддержать местных актеров, Тоже местных там. создать инициативную группу, режиссеров и например, так далее. те, кто... В рамках фестиваля вообще-то у нас есть награждение, скажем, якутских режиссеров и кино. Приз наших фанатов будет Да, единственный, приз который он получит. наших фанатов, я думаю, его очень хорошо утешит, Вот потому как что раз из нам, мне далекой кажется, на руку, Якутии... если ему не дадут этот Оскар. Поэтому наш Оскар Мы тем будем ценнее надеяться на будет лучшее тогда. все-таки. То есть если Я он бы- 2 приза получит, еще лучше. Хотела бы, пользуясь случаем, да, поблагодарить всех, скажем, телезрителей передачи «Кинозавод» и всех участников акции, то, что вы нас поддержали. Нам важна любая ваша инициатива, все ваши предложения. И даже ваши лайки в Фейсбуке нас очень приободряют ежедневно и дают нам больше силы и энергии для осуществления нашей, скажем, идеи, да. Что главное для зрителя в кино? Одни назовут сценарий, другие идут на актера, а третьи просто потому, что любят кино. Есть понятие такое фестивальное кино, да, есть понятие зрительское кино. Конечно, отборщики отсматривают и определяют, какой фильм пойдет в конкурс, какой там вне конкурса. Но, конечно, мы ждем обязательно заявок от фильма «Мумутар», от создателя фильма, потому что, во-первых, фильм свежий и достаточно такого высокого уровня, поэтому он обязательно, я думаю, попадет в конкурсную программу.
я так думаю. Конечно, на якутский кино ходят. Якутский кино любят. И, кстати, вот с годами качество как бы улучшается, да, то есть идут в кино не просто потому, что это поддерживаем местного производителя, да, а уже выборочно понять того, что вот фильм хороший, действительно нравится, интересно, да. Но если говорить о том, чтобы выходить на другой уровень, то есть и нацелен на Оскар, допустим, да, как вы уже говорили, то надо уже менять как бы отношение в плане того, что надо выходить, делать фильмы, нацеленные не только на Республику Саха-Якутия, но нацелены уже на широкого зрителя. Говоря о Голливуде, Сардана, хотелось бы спросить, вот в отправлении работы Михаила Лукачевского фильма на участие на этот фестиваль в Голливуд, ты была инициатором этого, потому что ты занимаешься не только якутским кинофестивалем, но и выдвижением наших якутских фильмов на Фестивали различные. да, на фестивали, которые проходят по миру. Он называется Всемирный фестиваль азиатского кино, да? Первый раз происходит в Лос-Анджелесе. Инициаторами является компания «Айтыш Фильм», где главным является продюсер и режиссер из Кыргызстана Садык Шернияз. Кстати, фильм, скажем, вот, созданный их компанией, был представлен у нас на кинофестивале, втором международном якутском кинофестивале. Фильм, кто-то, наверное, видел, да, Курманджан? Нет, Курманджан Датка, вот этот фильм. Вот. Ну, я так поняла, что по переписке, вначале, когда они инициировали фестиваль, у многих была какая-то скепсис какой-то был, да, зачем там азиатский, фактически такой вот отдельный кинофестиваль, да. Но он объяснял это тем, что, во-первых, если так взять, скажем, население человечества, то, скажем, азиатов очень много в мире. Мы понимаем, что вот, премия Академии, Американской киноакадемии «Оскар», это чисто, на самом деле, исторически начиналось как, скажем, знак признания именно американскому кино. Так ведь, да? И почему бы нет? Сейчас в мире, кроме американского кино, так называемого Голливуда, конечно, он у нас впереди планеты всей, есть еще другое кино. Даже есть формулировка «другое кино», да? В мире очень много кино снимается. Мы знаем, что мир у нас большой, есть азиатское кино, отдельное направление, да? Почему бы нет этому кино выйти, скажем так, вот, на более широкую аудиторию, да? И когда они обратились, скажем, к нам, ну, как представителям, скажем, азиатского кино, а якутское кино, это все-таки часть, наверное, азиатского кино, я так скажу, да? То, конечно, мы сразу зацепились за эту возможность, потому что выход, скажем так, вот в Лос-Анджелес, в Мекку, где сам Голливуд находится, это уже, да, это уже Голливуд, там эксперты смотрят этот фильм, зрителей много, любители кино, скажем так, разбирают. Ну, индустрия там она сама по себе происходит, да? Вот, и, честно говоря, вначале мы обсуждали, какой все-таки фильм, один якутский представитель там. Был вопрос между Джихигой Аи и между Тайман Таптава, да? Ну, мы решили, что все-таки, ну, вот Мишин фильм, конец вот так вот получилось, чтобы его отправили, его отобрали. Ну, это, мне кажется, очень достойный выбор, Да. потому что он же затрагивает общечеловеческие Да, ценности, то есть, там, поиск как бы Мишин фильм. дочерью, да, там, отца, Ну, ушедшего да, рано из здесь мы, жизни. получается, сразу в нескольких, скажем, направлениях он был в более выгодном ракурсе, потому что, во-первых, и музыка качественная, история сама, и потом жанр сам. Этот, до сих пор же не могут определить, Очень в каком сложно. все-таки жанр этот фильм снят. Некоторые говорят, что это художественный фильм с элементами документалистики, а кто-то говорит, что документальный фильм с элементами художественного, да, фильма. Ну вот, и, конечно, он очень в оригинальном жанре, хотя в Джихигой то же самое, это как бы тоже документалистика фактически. Ну, Джихигой мы над ним тоже работаем, есть другие фестивали помимо. Этот фестиваль на самом деле Сергея Потапова. новый, поэтому, скажем так, попасть туда и там получить приз этого фестиваля у нас такой вот большой задачи не было, да? Ну, есть другие фестивали, ну, вот, не дадут соврать прокатчика, не разбираться в этом хорошо. Есть фестивали класса А, скажем, да, где ты участвуешь, конечно, соответственно, и цена, и, скажем, уровень, ну, что уровень, отношение к фильму сразу меняется после того, как ты попадаешь в отбор, там, выигрываешь что-то. На самом деле можно попасть, я так думаю, якутскому кино когда-то на фестиваль класса А. Ну вот класс А — это какие фестивали? Ну это опять же, ну, Канны, да, Берлин, Венецианский фестиваль, Локарно, там. Очень много фестивалей, по идее. Якутским кинематографистам, которые снимают фильм, да, как бы, ну, чтобы потом как-то прокатать, и они же не могут сперва прокатать, потом ходить на фестивали, куда их не примут, да, поэтому, получается, нам нужно снимать кино уже как бы специально под сперва фестиваля, а потом уже прокатывать. Ну, тут такой момент, что лейблом обычно фестиваля, да. отборщики не смотрят на выход фильма в своем там регионе, городе. Понимаете, Да? да? Да, есть такой момент тоже. Потом у нас население, когда ты говоришь, там, сколько человек отсмотрело фильм, тогда уже другой вопрос. У нас все-таки в этом плане нет таких моментов, что прямо
нет и все. Но есть такое понятие, что право вот, есть же понятие даже вот выбор дают они World там премьер, да, International премьер, есть понятие там North American премьер, European, там Asian и так далее, да. Конечно, преимущество идется, когда это сразу первый раз показывается в мире, да. Второй это международный выход. Значит, в регионе себя показался и вышел на международный уровень. Вот. За последние годы якутское кино развивается бурно. Фильмы наших ребят завоевывают достойные места на разных кинофестивалях по миру. Так, прошлый 2015 год порадовал нас успехами наших кинематографистов. Фильм Михаила Лукачевского «Тайманг Тапталы» получил приз в номинации «Лучшая оригинальная музыка в кино» на Первом мировом кинофестивале азиатского кино в городе Лос-Анджелес. Фильм режиссера Степана Барнашова «Магнайги Таптал» получил приз за лучший фильм в конкурсе национального кино на Чебоксарском международном кинофестивале. Спасибо организаторам, что пригласили. Спасибо Чувашской земле, что так тепло нас встретили. Спасибо зрителям, спасибо жюри, спасибо всем. Спасибо вам за работу и за участие в нашем фестивале. Gördük. Город Парта Бутуральки. Катюша, а ты тут с кем? Да так, с другом. А кто друг? Ты mana korku kayan kali kembar pakunda. Mana kalam itu nawan. А режиссер Александр Лукин с картиной «Государственные дети» получил приз за лучший дебют на кинофестивале «Амурская осень». К слову сказать, фильм выкуплен телеканалом «Культура», и теперь и зрители России увидят нашу картину. И это не весь список побед якутских киношников. Режиссер Светлана Сивцева с фильмом «Якутия. Небесный покровитель» прошла финал и была признана лучшим сразу на двух больших конкурсах – ТЭФИ «Регион» и на международном фестивале «Родонеж». Ну а на третьем якутском международном кинофестивале работа режиссера Сергея Потапова «Джагигай Аи» победила в конкурсе тюрко-монгольского кино. Пора надежд и мечтаний прошла, наступила пора дел. Люди все-таки до сих пор не знают, насколько прокатываются они, насколько люди ходят на якутские фильмы. Обычно есть такое еще мнение, что вот они ходят, люди больше ходят на якутские фильмы, и они по прокату именно у нас в городе превышают по прокату, чем фильмы, например, американские либо зарубежные. Я считаю, ну, как бы являясь профессиональным журналистом и пиарщиком, да, что реклама очень, как бы, играет очень важную роль в продвижении якутских фильмов. Поэтому, видимо, нашим коллегам по цеху, да, то есть
тоже стоит уделить больше Да, внимания больше этому. внимания именно Да. вот в этой части. Об этом говорили как раз прокатчики, что Да, но на вот промо, на рекламу она надо вот, тратиться. нет, вот что касается якутских фильмов, да, в первую очередь, у нас все равно ограничены, как бы, да, вот у производителей якутских, да, ограничены рекламные площадки, там, возможности, да, финансовые, еще какие-то. На рекламу идут, на самом деле, в первый уикенд. Вот фильм стартовал в четверг, пятница, суббота, воскресенье. Может быть, реклама, да, работает, то, что вот зрители на рекламе пошли на фильм. А дальше город у нас маленький, знакомый знакомому, там, дяде, тете скажет, что фильм плохой. Ну и, соответственно, какая-то часть зрителей Сарафан на уже, радио. да, Это сарафан. главное. У нас самая хорошая Это реклама — это специфично, сарафан. да, как Да, бы Потому у что, нас. да, да. реклама гарантирует только вот первые дни, потом уже только сарафан решает. А что тогда определяет успех тогда? Успех, качество фильма. Качество Качество Главный фильма, критерий. сюжет. Как вот говорят прокатчики, да, это все-таки сюжет, история. Вот для меня интересно, например, я вот сперва снимался в фильме «Коптахайта», да, и потом вот начал в этом Зажегся. И как бы вот Аркадий Новиков тоже говорил, вот вы все снимаете там, все на технику, все на это, ну, все внимание, всю энергию туда тратите, говорит, а вы на сюжет вот мало говорит. Обращайте Да, внимание. обращайте внимание. Надо, во-первых, на сюжет, истории и Актерскую игру да, тоже. актерскую игру. Надо все туда говорить. Если вот сравнить, да, история вот Мумутара, выживший, да, о котором мы сейчас говорим, история — это просто вот реально выживание в экстремальных условиях, да. Тенденции, да, то есть общемировой, то есть тот же «Марсианин», тот же «Выживший», это тоже, в принципе, Да. это фильмы на тему выживания, да, то есть... О силе как бы, Это очень духа, там. метафорично в наше время, да, да, можно сейчас, сказать, когда словили мы вот момент всё-таки- именно вот настроения. Да, общемировое. преодоление там Да. своих каких-то там страхов, сомнений, еще чего-то. На самом деле здесь еще такой момент, мне кажется. Тут извини, что метафора такая перебила. выживания вообще. Вот в наше фильмы время. «Выживший», да, вот кто-то, кстати, говорил вот в соцсетях, и вообще у меня тоже, когда я посмотрела фильм, была мысль такая, что Голливуд, многие же говорят, что ой, Голливуд себя там изживает, он из одной, скажем, из одного фильма делает второй, там, эти приквел, сиквел и так далее. Что нехватка сюжета, что ли, у них так? Трилогия. Одно и то же все снимают, да? А вот «Выживший» именно какой-то такой момент, который почему-то, вот когда я посмотрела, подумала, может быть, якутское кино реально есть будущее на таком уровне, потому что здесь такая тема же глубокая достаточно. Там не только о выживании, силе духа, там просто идет вообще глобальные какие-то тематики про, скажем, глобализация, да, вот колонизация, Ну да, миграция народов, вот да, по- и вообще по- обращение в к «Аватаре» то же природе, самое, да, как вот бы, да, такие то вот очень такие тонкие, глубокие Цепляющие вещи темы, всех, да. да, которые... Обращение, он же прямо, да, когда приз получал, говорят, обращался, давайте мы обратим внимание на коренных народов, на коренных народов. Как вот раз этой наша всей. тема. Вот, возможно, что вот как раз-таки Голливуд обратится туда, потому что историй именно вот где живут коренные народы очень много. Ну То вот в есть их фильме мир «Аватар» в тоже, кино, он тоже вообще не такая же представлен. идеология была, к Их мир не примеру. представлен в кино вообще, скажем так. Сколько, скажем так, коренных народов мира сейчас проживает, сколько у них там их культура, легенды, истории и так далее, да? Возможно. Кстати, да, вот зритель, по-моему, присущается вот именно фантастикой, Да. очередными вот Высосанными сражениями, из пальца да, сюжетами. да, с инопланетянами и так далее. А именно «Бегущий в лабиринте», да, допустим, Тоже проходили, выживание. тоже выживание, вот это экстремальные условия там. Да, те же вот «Дивергенты» и так далее, вот «Голодные игры», в принципе, Тот это, в же принципе, то же «Аватар», самое, да. тоже выживание. И знаете, Вообще, вообще мне весь кажется, мир, да, по-моему, отходит. поворачивается лицом как бы к самобытности, да, Вот именно к поискам самобытности, да. индивидуальности и Скорее так всего, далее. То есть то, это что вот люди, даже- мы слишком стали зависеть от удобств, которые нас окружают. Да. Потому что если вот тому же Леонардо Ди Каприо, ну или вам, чтобы выжить, надо было там кушать насекомых, там, не знаю. У него действительно была глобальная проблема именно выжить, да, то есть очень, очень трудно ему было. А для нас, для обывателей, скажем, большая проблема Да, это он с Wi-Fi ружьем в лесу. отключился. Да, то есть отключился Wi-Fi, нет интернета, проблема. В этом отношении, конечно, окунуться немного вот в кино, там, где вот действительно вот идет напряжение, выживание, там, эмоции и так далее, это, конечно, интересно. И этим как бы, этот фильм подкупает. Значит, Сардана, Мне кажется, вообще человечество в этом сейчас направлении якутское кино должно двигаться, озабочено чтобы выйти на поиском мировой своей уровень. идентичности, да, Да, своих возможно. корней и так далее. Да. Поэтому вот это же как бы тоже психология, да, как бы вообще человеческая. То есть мы уже обращаемся сами к себе и пытаемся понять, кто мы есть на самом деле, что мы говоришь, себе да, представляем, Яна. для чего мы пришли. Тема Это самобытности какие-то очень, экзистенциональные да. проблемы, как бы там вопросы бытия и так далее. Да, Плюс то есть единение с природой, Да, да, наверное. да. Потому Ну, что потом- мы отходим от природы. Был момент, когда мы обсуждали после просмотра этого фильма с друзьями, очень интересный сюжет и так далее. Потом я говорю, вот кто-то же тоже озвучивал такую тему, что вестерн, ну это они говорят, что это вестерн.
понятие истерн. Ист — это как бы Восток, да? Вот это такого же масштаба фильм, скажем, основанный на произведении великого нашего Далана «Глухой Вилю», например. Да, это шикарный Бежит будет фильм, девушка, потому что там, если Батян, кто например. читал, да, вообще вот посмотреть вот в глазах. Ну, вот это такой вообще появляется. крутой, на самом деле, мог бы получиться фильм, если бы, скажем, И он Голливуд может знал цеплять бы каждого, о эта существовании, история. скажем, такого произведения. В Якутии большую часть фильмов снимают частные творческие объединения и студии. Буквально недавно независимые киношники решили объединиться и создать единую творческую студию в виде циклорамы, где могут все желающие творцы приходить и централизованно работать. Создатели этой студии просто скинулись деньгами и, арендовав помещение, все внутри обустроили собственными руками. Энтузиасты настолько преданно относятся к своему делу. Ради того, чтобы снять фильм, продают машины, квартиры, берут кредиты. Назрел вопрос. Во-первых, нужна ли сама концепция национального кино Якутии? Если она нужна, то какой она должна быть? На мой взгляд, она должна быть единой, не подразделяя на виды. Во-вторых, всем понятно, сколько вложишь, то и получишь. У сэкономленных инвестиций должен быть ум. И хотелось бы, чтобы на государственном уровне нас поддержали в этом году, то есть работников кино. Дело в том, что многие фильмы, вот, то, что вот у нас выходит там по 10 фильмов в год, большинство фильмов-то выходит как раз-таки частными компаниями, где операторы в большей степени на себя берут техническую сторону и приобретают видеокамеры и так далее. За то свой есть счет. у нас кино не настолько развито, чтобы иметь большой штат работников. Вот очень правильно сказали в том плане, что у нас потолок. На самом деле, чтобы сделать действительно качественно, я думаю лично, да, у нас очень много уже ребят, которые классно работают, да, профессионалы, и просто сравнивать даже с теми же профессионалами, скороносцами, операторами, которые три Оскара получил, да. Который снимался в фильме. Вполне могут как бы и конкурировать, но техника — это очень важная часть в этом плане, потому что как раз-таки она и захватывает всю эту историю и передает потом на экраны. Нынче все-таки год кино, и мы надеемся, что вот большие проекты, которые собирается реализовывать Сахафильм, такие как Тыгын Дархан, там вот «Созвездие Марии», они все-таки будут сняты на достойном уровне, потому что там идет финансирование и так далее, как бы, да, то есть со всех сторон поддержка. Вот. И мы надеемся, что эти фильмы, да, они все-таки будут на должном уровне. Получается, независимое кино себя изживает, нужно это все делать на государственном уровне. Как у нас вот мы работаем, да, мы делаем кино, прокат, собираем потом то, что мы как бы, ну, получаем, как бы сказать, да. Доли вложенные деньги. Вложенные деньги, и все-таки нужно развиваться. Тут еще дело в том, что техника очень быстро развивается. Буквально за 15 лет был очень большой скачок в качестве. И это был не просто большой скачок, а вообще как бы в космос, можно сказать, улетели, да, с того качества изображения до нынешнего. С которого начинали и сейчас, и догонять или пытаться сделать. Просто люди-то, зрители, они же смотрят на качество тоже. Конечно, содержание тут большое имеет значение. Я вот в данный момент сейчас об этом не говорю, потому что у нас очень много, да, классных историй, которые можно было бы экранизировать. Опытные режиссеры, сценаристы, все есть, но сделать так, чтобы зритель пришел и сказал: о, тут звук классный, а тут изображение вообще отличное. Это уже сейчас вот у нас проблема. Потому что есть сейчас большинство снимают независимое кино. То есть представители независимого. И они выживают. Да, они как бы даже не думают о том, что это надо все делать все-таки на государственном уровне. Если посмотреть Сахафильм, да, перед съемками Чингисхана приобрели видеокамеру, но она уже, можно сказать, практически не актуальна становится. И прошло всего-то несколько лет. Допустим, на этот год тоже приобретут последние техники, и оно просто не окупится. Но мы сделаем хороший, может быть, фильм, сделают, да, фильм, покажут, похвалят, а через 5 лет оно уже устареет, и мы уже не сможем приобрести новое. Придется ждать Нового года кино, как бы, да, чтобы, может быть, вложили деньги. Нет, ну не все так, наверное, пессимистично. Поэтому на самом деле тут же все зависит от денег. Все равно вот любой производитель, кинопроизводитель, он понимает потолок
потолок, какой фильм, ну, вот фильм сколько может собрать по Якутии. Да, Есть там потолок 10 миллионов рублей, да? Он не будет вкладывать и тратить на технику, на актеров, на 50, огромную да. команду, там 50 миллионов рублей, Да, не чтобы только техника, собрать 10. Это декорации. просто нужно выходить на другой уровень, уже на уровень как бы России, пока что, да, России, потом, может быть, уже на международный. Соответственно, чем дороже фильм, тем дороже его продать надо, чтобы он окупился. Продать внутри республики его невозможно дорого. Много говорилось на кинофестивалях о каком-то якутском жанре, о том, что, может быть, появится вот какой-то Своя линия. своя Свое специальная, направление. какое-то особое направление, да. И дело в том, что на данный момент якутское кино может затронуть только интересным содержанием. И я думаю, вот мы пока На самобытности? на самобытности. И это вот пока что и нравится. Ну, Создать- по этому создать поводу я франшизу. хотела бы сказать, что Продать на идеи. кинофестивале Крупной студии на продать, на тюрко-монгольском направлении победивший фильм Джагеге и Сергея Потапова, нашего известного режиссера, посмотрев этот фильм, ну, в один голос же члены жюри сказали, что это и есть новое, наверное, направление Да. какое-то в якутском Да. кино. Нашлось оно, как бы, начало. Да? Да, многие так говорили. Якутский народ сохранил очень много, вот, скажем, архаики в своей культуре. То есть вот эти вот, ну, объяснялось, о чем фильм и так далее, да. Естественно, как бы, вот, понимаете, мир же очень большой, до сих пор Республика Саха фактически как терра инкогнита же мы говорим. Народ неизвестен, культура неизвестна. А то, что мы еще снимаем здесь кино, это очень сильно многих удивляет. В России, мне кажется, даже как-то так-то, как троллинг Знаете, какой-то пошел, я да, тут что добавлю, феномен как бы якутского немножко кино. похвастать. Да, то есть даже вот когда вот проводили год литературы в России, вообще вот российские литераторы сказали, что вот Якутия, вы спасли вот этот год литературы, потому Вот что каждый вот раз на высоком уровне только у нас были проведены как бы столь масштабные мероприятия там и так далее. То есть люди подходили неформально, да, как бы к проведению этого года литературы, а именно вот от всей души, не знаю, работали, как бы мы ездили по деревням, по улусам и так далее. То есть очень большая работа была проведена. Я думаю, что в год кино мы тоже также Да. будем очень как бы плодотворно поработаем. И с нашим населением тоже надо очень много, мне кажется, все-таки работать, потому что люди, они ждут, они, как бы это же духовная пища, как бы не хлебом единым, тем более в наше время, как бы, когда вот везде кризис и так далее. То есть народ хочет, народ ждет, как бы, да, от нас, они смотрят на нас. То есть это очень ко многому обязывает, это ответственность большая. В год в среднем выходит на большой экран 10 полнометражных якутских фильмов. Но есть работы, которые так и не вышли в прокат. Из всех вышедших на экран в 2015 году якутских фильмов по кассовым сборам стоит на первом месте картина «Мумуттар». За этот же год в 3 основных больших кинотеатрах Якутска побывало около 1 миллиона зрителей. Что нужно, чтобы фильм вышел в прокат и вернул хотя бы вложенные деньги? Ну и еще вопрос к прокатчикам. Наверное, у меня будет последний к вам по поводу проката. Да? Все ли фильмы вы берете на прокат, вот якутские, либо у вас есть свой отбор? Есть, конечно, отбор. Как это происходит? На самом деле отбор нет, вот в полном смысле этого понимания отбора нет. Все равно строится на личных взаимоотношениях в первую очередь и на качестве Ну, в плане того, что есть на студии, имени там, да, например, с если вот которыми придет работаем режиссер, постоянно. который до этого снял там вот фильмы, которые либо хорошо прокатались, либо которые просто вот, ну, реально они качественные, да, тогда вот он может просто прийти с идеей и сказать, вот через полгода у меня будет фильм конкретно. Фильм, история такая-то, актеры такие-то. Мы не видели еще ни что он снял, да, вот ни картинки, ни звука, ни актерской игры. Но мы уже просто говорим, да, вот в сентябре мы хорошо, окей, тебя ставим. Потому что, ну, отказывать А если нашим... с улицы придет Миша, мы человек? же Ну, в с первый раз улицы- пришли тоже как Да, они же к вам в дебютанты, первый тем не раз менее. пришли прокатываться. Вот к они Егору. В любом Поверили случае нам? надо будет показать Мише? материал. То есть мы, конечно, всегда идем навстречу. Не То все есть- показывают. То есть мы можем обозначить какую-то дату определенную, да, дать какие-то советы, да, какие-то требования сказать, да, что нам требуется. Прежде всего, это, конечно, идея. Они нам должны рассказать про идею, о чем будет фильм. Если уже на этом как бы, фильм нам нравится, мы как бы, просим показать материалы. Ну, как бы, если даже они еще не сняли, мы просим, чтобы когда вот А если готовы- идея не Длительный нравится? просмотр, чтобы был обязательно, да? ну, Да, тогда вот это мы можем нужно- отказать. Такое было уже. Кино это Кино большой это бизнес, бизнес. а это деньги. Миша, ты, в принципе, все верно говоришь, да? А с другой стороны, это без проката якутского кино нет будущего.
Потому что если вот люди снимают, им же нужен выход, а площадок в городе всего Сардана, я 4. не говорю о том, что мы не будем брать фильм в принципе. Просто человек, продюсер, да, не знаю, режиссер, он должен конкретно знать, к какой дате он То успеет. есть у них должен быть Не график, нужно, да, дедлайны. не Порядочно. нужно Тут я обещать, согласна. не нужно приходить в Да. кинотеатр и говорить, мы покажем фильм 1 января. А ты знаешь, что у тебя съемки заканчиваются 30-го, тебе там за 2 дня нужно перевести Понятно. к То 10 есть, все смонтировать. Вот эту сторону, скажем, перед выходом, перед прокатом, скажем так, вот профессионально к этому подойти, все по Это правилам. моменты какие-то. Просто надо Да. относиться ответственно. Да. Вот и Быть всё. организованным, не стоит так более относиться к своей организованно, да. работе. Да. А ответственно. прокатчики все равно идут навстречу, все равно они берут фильмы, неважно какой фильм, берут. Я хотела бы к Алёше обратиться, Алёша. Но вот в прошлом году, в 2015-м, ты дебютировал и снял аж 3 фильма. Получается, 15 дней детский фильм «Мумуттар», и 3-й фильм у тебя, он выйдет позже, «Аптах Дарган», «Волшебный звук», да? Хочешь, чтобы якутское кино вышло на мировой уровень? То есть Конечно. в твоем исполнении, например, вот что ты снимешь. Конечно, каждый хочет, чтобы его творение увидело, ну, там, чем больше людей увидит, тем лучше. Вот, поэтому и насчет качества тоже вот мы все работаем, все наши ребята уже понимают, что простого вот, допустим, как раньше, если мы все делали на коленках, это уже не получается, не прокатывает, не вывозим на этом. Поэтому все понимают, что даже сейчас, вот, грубо говоря, по звуку, а если раньше все на чистовой работали, то есть на площадке снимали, и это же в кинотеатре шло, то сейчас уже, да, все, ну, идет озвучка в студии, там все уже понимают, что звук очень много решает, и качество изображения, и там. Поэтому в этом плане я хотел бы сказать насчет года кино. Вот много тут говорили насчет техники, да, конечно, техника, она есть техника. Ты ее вытащил из коробки, она уже устаревает. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы наше, ну, как бы сказать, правительство, что ли, насчет года кино больше вложило именно в людях, именно в кадры, потому что профессиональное образование, дух киношколы, оно остается навсегда. Не устаревает. Да, никогда не устаревает, и поэтому надо побольше наших ребят, да. У нас большинство ребят, я знаю, мои коллеги, друзья, которые, они все самоучки, все самородки, но этого тоже, ну, как бы чувствуют, что они хотят еще чего-то большего. Поэтому они хотят свой кругозор, да, там, свою, хотя бы курсы, да, свое там, повышение образование, да. квалификации. Поэтому, но у них нет возможности каких-то там, да, понимаете, это же деньги там, и на базе высшего образования, ну, там, деньги, да. Поэтому какие-то механизмы придумать у нас хотя бы локально, у нас регионально, чтобы ребята такие, Привозить экспертов. да, которые либо привозить, либо там оплачивать их учебу на год или на 2 там, потому что это не это как адресную помощь, это не вклад в краткосрочную технику, тему, да, а это как бы в долгосрочную, человеческие это ресурсы, в будущее кино Якутии. Поэтому мне думается, что необходимо работать в этом направлении. Очень важную вещь. Если будут кадры, будут все. Спасибо, что все-таки сегодня собрались мы здесь, в нашей студии. Но я думаю, что в год кино все-таки мы сделаем еще больше усилий и будет еще больше фильмов, которые некоторые из них все-таки, наверное, попадут на какой-нибудь престижный кинофестиваль Сардана, я очень надеюсь. И прокатчики, надеюсь, что в этом году никому не откажете в год кино. И все-таки наши телезрители увидят много фильмов якутских в наших кинотеатрах. Ну и ждем от вас, от творческих людей, конечно же, еще больше новых идей и их воплощения на экран.